пророчили какую-то юбилею. Его убили 7 января в Рождество 2000 года. И на будущий год будет 20 лет, как он ушел из жизни. И ему бы еще исполнилось 60 лет со дня рождения. Вообще вот по сравнению со мной он пацан. Мне будет еще 80, а ему 60. Я всегда говорю, ты, говорю, еще это не учи насчет меня, так? Ты еще это не дорос. Но он всегда был мною недоволен. Всегда. Я говорю, ну куда полез? Куда полез? Один раз я, конечно, залез, он говорит, на митинг в Чеченцев я попал. Искал я ребят, срочников. Мне сказали, вот тут вот где-то 2 есть боевиков. Вот там есть фильм, который озвучивали и оцифровали, да, где я на этом митинге выступаю. Молодой, красивый, ну, вообще без мозгов. Никакой охраны, ничего, значит, не было, да? Я там, значит, выступил. Мне надо было установить контакт между местными и нашим отрядом. Были выборы, второй этап, выборы президента. Или Ельцин, или Зюганов. Август, 6 число. Вот такая история. Еще хотелось мне сказать о памяти. О памяти не только к Саше Рыжикову, геройски погибшему в бою, а еще о тех десятках наших ребят, срочников, я подчеркиваю, которые были призваны нашим военкоматом, направлены в сход мозгов без всяких там каких-то, мягко скажем, обучений там и еще что-то такое, да? В Моздок, в Грозный и подпольный. Все защищая наше, как бы, говорят, подпольщики наши. Кому это, значит, надо? Я не знаю, но безвинно погибшие. Вот там 50 человек наших срочников. Ребят, которые из Алёпинска, из Мирного, из Якутска, из Ленска погибли в возрасте 18-19 лет. Но что самое поганое? Вот, допустим, вы там сейчас посмотрите, там по 6 снимков планшеты. Допустим, такой-то орден мужества. Такой-то. Нет ничего. Пустой квадратик. И еще нет наград. Почему у них нет наград? Хотя бы, почему наша республика, которая отправила их, которые погибли на поле боя, не имеют награды своего Отечества? Но я не знаю, что такое. Ладно, значит, российские не досмотрели, или забыли, или потерялась награда. Почему мы не найдем этих сейчас родителей и не спросим, как вам живется без сына? А если он единственный, кто будет косить, пахать, поддерживать стариков? Кто? Некому. Погиб. Кто родитель внуков? Никто. Погиб. И таких у нас, вот на входе я сделал большой в алфавитном порядке 54 человека, которые погибли у нас в Афганистане. Я преклоняю голову. Война тоже там
дома не сахар. Не сахар, тяжелый вообще. Ну, это вообще жуть. Вот там, значит, есть у меня снимки афганцев. Афганцы, молодые, красивые, которые остались живы. А сколько погибло их? Где они сейчас? И в Чечне-то мы знаем не всех погибших, потому что ранения, госпиталь, ранения несовместимые, как обычно, с жизнью, смертью. Это и все. Груз 200, и получите. Так вот, памяти ради, я эту выставку посвящаю всем живым родителям и их погибшим сыновьям. Вечная память. Я думаю, что, может быть, минуту молчания в память о Меме встанем и задумаемся чуть-чуть. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Мы продолжаем, как ранее я уже сказал, главным, да, на первом плане этой экспозиции это люди, и именно люди, ставшие свидетелями и участниками тех или иных событий, лучше всего могут рассказать о тех самых событиях. И, уважаемые гости, я приглашаю на сцену участника боевых действий на Северном Кавказе, сослуживца Александра Александровича Рыжикова, ныне начальника службы производственного контроля и охраны труда акционерного общества «Водоканал» Олега Владимировича Хлебникова. Добрый день. Как бы даже не знаю, что говорить. На фотографии Владимира Николаевича все понятно, все видно. Слышно, да, мы с Санычем 90, я в отряд пришел в 95-м году, где-то в конце мая. Вот, и познакомились мы с ним уже, вот он приехал с первой командировки. Я ушел в отпуск, как раз перед его приездом он меня отозвал и просто так простым, говорит, даже не приказом, а как бы указанием: вылетайте 19 сентября со мной в Грозное в качестве зампотыла. Все. Я открыл, я инженер, механик, будем говорить, какой тыл какая-то. Мы так поехали с ним. Ругались много с ним постоянно на профессиональную тему, то есть он как бы из водителей пришел в милицию, так с ППС поднимался, мы с ним постоянно об этом разговаривали. Но жизнь есть жизнь, мы как бы много пересекались, даже в баню ходили вместе, и в бане умудрялись поругаться на тему работы. Вот, и, в общем, все было, да. А последний бой, который хочу сказать, вот, что дядя Вова говорит, что Саныч геройски погиб. Но герой это что такое, да? Это маленько сумасшедший, который в ту самую минуту, когда у тебя стоит вот выбор, либо ты шагнешь туда и будут вспоминать тебя на фотографии, либо ты просто струсишь и ляжешь. Вот, то есть наступает психоз, то есть не отдаешь себе отчет, что ты делаешь в последний момент. Но как бы такой сказать, что Саныч там с ума сошел, что ли, нет. Конечно, это была ловушка, мы там попали в игру, надо было как-то выбираться, потом у нас там самый молодой был мальчишка, Стас Григорьев. Это его первая командировка была, и как раз по рации прозвучало, что один из пулеметчиков, по-моему, погиб. Вот, пока там разбираться начали, видимо, тут маленько Саныч, конечно, начал беспокоиться. Вообще за свой личный состав очень сильно переживал. Даже не дал вылететь в одну командировку, в которой
больше полотряда погибли, он не разрешил вылетать, взял на себя это, все, и, в общем, были неприятные разборки. Но, тем не менее, я пришел тоже с этими разборками, сказал, почему не летели, почему не выполнили. Он сказал, а как я женам, матерям смотреть в глаза, когда половина отряда приедет. То есть тем самым он ребят спас, благодаря многим, которые здесь живут. Ну, мудрое решение, с одной стороны. С другой стороны, вроде как и неудобно, да? Ну, я считаю, что представители Якутии он спас. Ну, такое может быть какой-то веселый. Георгиевич недавно этот случай вспоминали, как бы не то, что веселый, какой-то курьезный, да? А у меня всегда в разгрузке всегда кофе лежит с коньяком. Лежал. Мы попали, когда в эту засаду, Саныч уже погиб, и Георгиевич, Владимир, Витя, Царство Небесное, сейчас не покойно, да, там еще ребята ползли, и вопрос, что будем делать? Я говорю, видите, Владимир, залезьте назад, у меня там кофе с коньяком, что посидим, что-то будем. Ну, вот как-то так, в принципе. А то, что Саныч, конечно, погиб, это трагедия большая, но уже дети остались. Я знаю, что там тяжело было очень. Спасибо большое. Друзья, вернемся на пару месяцев назад, вот от сегодняшнего дня. Именно тогда Владимир Николаевич Доброхотов обратился к генеральному директору акционерного общества «Водоканал» Анатолию Андреевичу Коржигасову с просьбой оказать поддержку, помощь в организации этой выставки. Анатолий Андреевич, к сожалению, сегодня по объективным причинам не присутствует в зале, но тем не менее выставку обязательно это посетит. Так вот, Анатолий Андреевич сразу же, не раздумывая особо, согласился помочь. Почему? Потому что таким образом мы можем в очередной раз показать вот пример героизма наших соотечественников, наших земляков, таким образом донести вот эту историю, в том числе до подрастающего поколения. И вот как известно, без истории у нас никогда не будет будущего. И сейчас я хочу предоставить слово руководителю группы по проектированию акционерного общества «Водоканал» Георгию Романовичу Варфоломееву. Добрый день, уважаемые участники торжественного открытия нашей фотовыставки. В рамках мероприятий празднования встречи 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также при содействии акционерного общества «Водоканал», Совета отцов города Якутска, сегодня открывается фотовыставка Владимира Доброхотова «Наш герой Сан Саныч». В этой выставке будут показаны люди. Самые главные действующие лица, конечно, это люди. И среди них герой России, наш земляк Александр Рыжиков. В этой выставке будут показаны фотографии из личной коллекции Владимира Доброхотова. Это журналист, фотограф, лауреат государственной премии, автор многих тысяч фотографий уникальных. В общем, в этой фотовыставке будут показаны люди, которые для них понятие честь, долг, отечество – это не простые слова, это их смысл жизни. И очень отрадно и очень доволен, что сегодня эта выставка открывается именно в зале музея «Россия. Моя история». И желаю всем, кто в этой выставке побольше побывало народу, молодежи.
Мы желаем успеха. Вот без чего точно не получилось бы, скорее всего, эта экспозиция, это, конечно же, без выставочного зала, в котором мы сейчас находимся. И в этом вопросе желание помочь выразило руководство парка «Россия. Моя история». Сейчас я хочу предоставить слово директору мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня мы присутствуем на очень важном событии, потому что история, которую мы сегодня с вами видим на этих фотоработах, она заслуживает того, чтобы ее знали, чтобы изучали, чтобы не забывали. Мы прекрасно знаем, что когда наша страна пребывает в состоянии внутреннего раздрая, вот происходят такие вот события, которые, к сожалению, уносят жизни наших с вами земляков, оставляют рану на судьбе всей страны. И вот наши ребята, боевые товарищи, во главе со своим командиром Сан Санычем, те не отстаивали судьбу своей страны. Вот поэтому мы должны понимать, насколько это связано, вообще вот эти события и с судьбой Якутии, с судьбой всей страны. Потому что мы часть одной большой страны. Поэтому я хотел бы выразить от имени нашего исторического парка, от имени нашего музейного комплекса благодарность всем, кто участвовал в организации данной выставки. В первую очередь Владимиру Николаевичу, легендарному фотожурналисту, который более 30 раз пребывал в зоне боевых действий, сам лично выводил наших ребят, спасал наших ребят, договаривался каким-то образом. Это, наверное, еще он об этом многое расскажет, и нам предстоит изучать вот то, что здесь на каждой фотографии практически. Это судьбы. Вот. И поэтому Владимиру Николаевичу доброго здоровья. Надо пожелать, чтобы вот тот большой богатый материал, который он через себя пропустил, рискуя тоже жизнью своей, вот, чтобы этот материал был тиражирован, чтобы о нем знали, чтобы главное наша задача, чтобы не забывали. Вот. Поэтому я бы хотел поблагодарить также акционерное общество «Водоканал», которое этому способствовало, Совет отцов города Якутска, ну и всех неравнодушных людей, которые здесь присутствуют, которые пришли, которые помнят и которые тоже понимают важность сохранения памяти об этих тяжелых для всей страны событиях. Поздравляю всех с открытием этой выставки. Мы со своей стороны, конечно, будем дальше сотрудничать со всеми, кто будет заинтересованы в популяризации информации о различных событиях локальных конфликтов и так далее, потому что это все-таки в любом случае это наша общая история, и она никак не должна забываться. Наши экскурсоводы будут изучать этот материал и будем проводить экскурсии по этой выставке. Она запланирована на период практически до конца августа этого года. Спасибо за внимание. Итак, вот момент, которого мы ждали. Собственно, для открытия выставки я вновь приглашаю на эту сцену автора этой экспозиции, члена Союза журналистов России, фотожурналиста Владимира Николаевича Доброхотова, руководителя группы по проектированию акционерного общества «Водоканал» Георгия Романовича Варфоломеева и директора мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрия Ивановича Соловьева для перерезания символической красной ленты. Да, обходите лицом
надо пригласить Алтамона, Собра. Чему втроем только могучие? Ну и что? Не дадим сейчас. Иди сюда. Где наш Амон? Где наш Собор? Где афганцы? Дарина, здравствуй. Давайте всех встанем. Итак, дорогие друзья, наша фотовыставка «Наш герой Сан Саныч» официально открыта. Можете ознакомиться с экспозицией, если вы этого еще не сделали. Сейчас небольшой сюрприз, и о нем нам сейчас расскажут. Так, уважаемые боевые товарищи, гости, мне очень сегодня приятно здесь присутствовать, потому что Саныча я знал с первого дня службы милиции, я служил в учебке после патрульно-постовой службы. Когда образовался ОМОН, мы также поддерживали связь. И вот у нас был в ассоциации заместитель председателя Ассоциации ветеранов боевых действий органов против Нижний Курск. В этом году 25 лет нашей организации. И я с большим удовольствием хочу вручить медаль 25 лет ассоциации Доброхотову Владимиру Николаевичу, самому настоящему военному корреспонденту. Дорогие друзья, поддерживаем аплодисментами этот момент. Действительно заслуженно. Итак, дорогие друзья, еще раз спасибо, что приняли участие в сегодняшней нашей церемонии, такой маленькой, краткосрочной, но важной. Ознакомьтесь с экспозицией. Также рядом с выходом на тумбе лежит журнал с пожеланиями. Так сказать, книга отзывов. Не стесняйтесь оставлять там свое мнение, оставлять там свои отзывы.